Рассмотрим особенности заданий ЕГЭ по физике и требования к их оформлению. Сегодня мы рассматриваем расчетные задачи из части 2, 25 и 26 задания. Давайте рассмотрим структуры. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, 25 и 26 задания мы знаем оцениваются в 2 балла. Требования к ответам особенности оценивания состоят из нескольких элементов. Во-первых, должны быть указаны исходные формулы и законы. Все законы и формулы должны быть взяты из кодификатора. Если формула отсутствует в кодификаторе, то нужно его выводить из основных формул, которые указаны в кодификаторе. Также обозначение физических величин, рисунок. Если это задачка по динамике, то мы обязательно указываем направление сил. Должны быть там обозначены на рисунке все физические величины. А также третий элемент – это математические преобразования, расчеты, постановка чисел, числовых значений. И, конечно же, правильный числовой ответ должен быть выведен в верном размерности в системе Си. Дальше. 2 балла можно получить, если ученик привел полное решение, включая следующие элементы. Записал положение теории физические законы, закономерности, применение которых необходимо для решения данной задачи. Также должен перечислить все необходимые законы и формулы. Должны быть описаны все вновь вводимые в решение буквенные обозначения. Это значит, ученик должен сделать дано, оформить дано, и все величины, которые не вошли в дано, за исключением констант, которые уже есть в справочном материале, ученик должен их расписать, что это за величину он ввел. Также должны быть представлены все математические преобразования, как ранее говорилось, и должен быть правильный ответ в указанном единице измерения. Так, следующее. Вот мы видим кодификатор. Кодификатором вы можете ознакомиться в сайте ФИПИ, можете скачать, там есть спецификатор, кодификатор и демонстрационная версия этого года. В кодификаторе указаны все формулы, которые необходимо знать выпускнику перед сдачей, конечно, ЕГЭ. Но при работе с формулами, помещенными в кодификатор, следует иметь в виду, что учащиеся не обязаны описать эти формулы в том виде, в котором они описаны в кодификаторе. Дальше. 1 балл ученик получает, если он, конечно, правильно записал все необходимые положения, теории, физические законы, закономерности, привел все преобразования, направленные на решение задачи, но имеет один или несколько недостатков. Во-первых, задания, записи, соответствующие пункту 2, они представлены не в полном объеме, то есть не все величины описаны вновь вводимые, или в решении имеются лишние записи, то есть если ученик записал название того закона, да, допустим, и его не обвел в скобки, не вычеркнул, да, оставил как есть, или имеются ошибки в математических преобразованиях или вычислительных, допущена ошибка, или отсутствует, или допущена ошибка в правильной записи ответа, то есть пропустил размерность или же вывел не тот ответ, то есть неправильное математическое вычисление. За это он получает 1 балл. 0 баллов, конечно же, он получает, если решение не соответствует вышеуказанным критериям, которые соответствуют баллу 1 и 2. Давайте рассмотрим одну задачу. Так, задача 25, взята из Демидовой, вариант 15, как я помню, да. Груз масса М медленно поднимают с помощью рычага, приложив вертикальную силу F. Мы видим на рисунке, да. Рычаг у нас сделан из однородного стержня.
Рычаг имеет массу 10 килограмм, то есть мы уже понимаем, что действует сила тяжести, да, на рычаге. Длина рычага известна 4 метра. Шарнирно закреплен на расстоянии. Определите модуль силы, если расстояние B от оси шарнира до точки подвеса равно 1,6 метров. Считать, что трение в шарнире отсутствует. Сейчас на следующем слайде мы увидим с вами решение этой задачи. Здесь мы видим, что необходимо сделать рисунок, указать все силы, которые действуют на тело. Это вес, там у нас был подвешен, да, тело. Так, сила тяжести, сила, которая направлена вверх, которая медленно поднимает рычаг, да. Указать плечи, значит, B, L, и вот L пополам это плечо силы тяжести получается, да. Дальше, при решении мы учитываем, что рычаг поднимает груз медленно, равномерно. Значит, исходя из третьего и второго законов Ньютона, у нас вес будет равен весу силе тяжести или МЖ. Да? Дальше расписываем, используем правила моментов, расписываем, да, момент веса груза, момент силы тяжести и силы. Дальше, ну вот из формулы мы находим искомую силу. Искомая сила у нас равна 350 ньютон. В следующих слайдах мы посмотрим из реальной работы, которые выполнили абитуриенты, ну, выпускники, при решении данной задачи. Давайте рассмотрим. Мы критерии уже рассмотрели. Так, вот, пример решения задачи на 2 балла. Ученик привел правильное, сделал рисунок, так, указал все силы, расписал, правила моментов использовал, вычисление у него верное, и ответ записал с указанием единицы измерения, 350 ньютон у него вышло, и работа оценивается в 2 балла. Дальше. В следующем решении задач мы видим, тоже ученик получил 2 балла. Так, тут у нас... Да, все силы расписаны. Так как стержень имеет массу, мы можем нарисовать ему тяжесть, он написал, да, от центра стержня. Да? Но он написал его своими словами и при этом не искажает суть решения же, да? Применяет момент сил, он пишет, да, правила моментов расписал, и опять вышел к верному ответу и получает за это 2 балла. Следующее. Снова у нас работа следующего ученика. Здесь, хотя не указано плечо силы тяжести, все равно задача оценится в 2 балла, потому что у нас силы указаны, расписаны, формула записана верно, вычисления сделаны верно, ответ получен верный, 2 балла. Здесь ученик из 2 баллов получил всего лишь 1 балл. В красной рамке указано его, за что ему занизили оценку. Там написано, что, ну, в общем, там лишняя запись. Я не очень хорошо вижу, там лишняя запись, и там занизили оценку, и он получил 1 балл. То есть эта запись не взята в скобку, не зачеркнута, оставлена как есть. Хотя решение, конечно же, верное, и ответ тоже верный. Дальше. Здесь уже 0 баллов. Да, рисунок мы видим, но опять-таки посмотрите, у него ошибка. Получается, от груза у него идет сила тяжести массы и стержня вместе. Также и в конце стержня тоже у него идет сумма сил тяжести. Также неверно написано, так, он применяет правила рычага, условия равновесия рычага, да, и неверно расписывает формулу правила моментов, и, соответственно, конечно, он выходит к неверному ответу. То есть здесь он не получает ни 1, ни 2, в общем, получает 0 баллов. Угу. Ну, сейчас мы рассмотрим из пособия Демидовой 30 вариантов, задание 25 и 26. Ну, сколько успеем. Так, последний километр пути. Давайте будем читать, а потом напишем дано.
Последний километр пути перед остановкой поезд преодолел за 250 секунд. Какова была скорость поезда в начале торможения? Ускорение поезда считать постоянным. Ну, 25 задание. Так, напишем дано. Итак, последний километр пути. Значит, путь у нас последний километр или, ну, сразу выведу, 1000 метров. Хорошо. Перед остановкой поезд преодолел этот промежуток за 250 секунд. Следующая ключевая фраза, значит, остановка. Поезд останавливает, значит, в конце скорость будет равна нулю. Да? Какова была скорость поезда в начале торможения? Так, ну давайте еще раз почитаем. У нас последний километр пути мы расписали, промежуток пути, да? Перед остановкой он его преодолевает за время 250 секунд. И какова была его скорость вот в этом промежутке? Так, ускорение, да, забыл написать, ускорение считает постоянным. То есть А у нас константа. Да? На всем промежутке у нас ускорение постоянное. Значит, что мы делаем? Мы запишем формулу ускорения, да, из кодификатора разных скоростей. Делим на время. Также в кодификаторе указана еще одна формула, я его распишу. Конечная скорость у нас равна нулю. Так, у нас получается равнозамедленное движение. Так, мы можем что сделать? Приравнять эти две формулы. Ну, возьмем в модуле, чтобы у нас выходило без знаков минус. Значит, здесь у нас уже я еще раз, ну, не буду дважды писать, просто скажу, что конечная скорость у нас равна нулю, я его брать не буду. Так. Ой, тут начальная скорость должна была быть. Так, и найдем отсюда искомую начальную скорость. Так. Распишем. Последний километр. 1000 метров. 250 секунд. Так, это у меня 4. Получается сколько? 8, да? Восемь метров в секунду. Так, ну ответ напишем, да? Так, пойдем на следующую задачу. Давайте тут, чтобы не стирать, время не терять, посмотрим еще одну задачку, 26-ю. Она тоже оценивается в 2 балла. Тут же сказано, сколько фотонов видимого света с длиной волны 0,45 микрометров попадает на сетчатку глаза за 2 секунды, если мощность поглощенного сетчаткой излучения на этой длине волны составляет 1,98 10 минус 17 ватт. Ну, давайте напишем дано. Так. Длина волны 0,45 микрометров. Я сразу распишу. Так. Попадает на сетчатку глаза за время t 2 секунды. Мощность у нас 1,98 10 минус 17 ватт. Так, что мы ищем? Сколько фотонов падает, да? Количество фотонов. Из кодификатора мы помним энергию одного падающего фотона. Нет, одного, поэтому напишем как бы Е нулевой, да? H ню. Также в кодификаторе, с кодификатора мы знаем, что частота. Так, можно, да, сменить? Нельзя, да, сменять? Так, частота
Это есть скорость света, деленная на длину волны. Получается у меня тогда, у меня энергия одного фотона будет hs на лямбда. Тут вновь вводимый я смотрю, h я не буду его расписывать. Почему? Потому что h это у меня постоянная планка, она уже есть в кодификаторе. S скорость света тоже есть в кодификаторе, расписывать я его не буду. Длина волны есть, но вот E нулевой нету. Значит, я пишу E нулевое, это энергия одного фотона, ну падающего фотона. Давайте я напишу просто фотона. Понятно, что падающего, да? Так, теперь мощность. Мощность это у нас, так, мы что делаем? У нас же множество фотонов падает, поэтому его надо умножить на энергию одного фотона и поделить за время, которое это происходит. Ну, можно было из кодификатора писать, да? Из кодификатора, наверное, тогда будет... Сперва нужно было энергию поделить на время, а потом уже расписать. Ну, ладно, я тут как-то убыстрила. Ну, ладно. Так, тогда мы ищем n. Так. Количество фотонов я подставляю. Да, единицы измерения. Списываем. 2 секунды. Так, тут надо было еще подставить, формулу одного фотона. H ню или hs на лямбда. Значит, лямбда у меня будет 45 сотых. 10 в минус 6 метров. Постоянная планка. Находим из справочного материала. Так. Умножим на скорость света. Ой, тут единицы измерения забыла поставить. Так. Что у нас выходит? Ватт в секунду это у меня есть джоуль, да? Так, секунда, метр, то есть на размерности все сократились, значит, осталось только вычислить число. Нужен калькулятор. Калькулятор нужен, да. Задачку прямо сейчас поставили, поэтому... Угу. Так, ну давайте сперва разберемся со степенями, да? 34 минус 8 минус 17 минус 6. 10 в третьей степени у меня вышло. Так, 1000 вышло, да? Теперь с числами. 2, 0,45 делим на 6,6 и делим еще на 3. 9 сотых умножаем на 1000. У меня получается ответ 90. Значит, в ответе записываю, что количество фотонов равна 90. Так, ну, если мы сравним две задачи, которые мы с вами рассмотрели, то обратите внимание, в первой задачке вновь вводимые числа, это, ну, их не было, потому что не все уже давно расписаны, поэтому я не записывала. Ну, надо было, конечно, ускорение расписать, я забыла, оказывается, глубоко извиняюсь, тут надо расписать ускорение. Хотя нет, я уже расписала его, он в условии был сказан, что он постоянный, вот он у меня, уже понятно, можно как бы не расписывать, да? Здесь у меня вновь вводимым является энергия одного фотона. Еще раз говорю, постоянные, которые есть, постоянная планка, скорость света или другие постоянные, Авогадро, число Авогадро и так далее, их расписывать не надо, потому что они есть в справочном материале. Так, и ну, легкие задачки, 2 балла. Ученики должны уметь решать эти задачи, потому что 2 балла за 25, 2 балла за 26, это у нас 4 балла, которые любой ученик может получить на ЕГЭ.
Так, всё, да? Мгм. Спасибо большое. На этом мы заканчиваем. До новых встреч!